Североосетинские ушуисты вернулись с чемпионата и первенства Южного федерального округа с внушительным урожаем медалей. 15 золотых, 2 серебряные и 1 бронзовая. Ребята обошли около 1,5 сотен соперников и доказали, у Осетии в китайском боевом искусстве хороший потенциал. Всего в республике Ушу сейчас занимаются около 250 человек, а будет еще больше. Древнее направление пользуется популярностью и развивается. На тренировке побывала Виктория Базгадзе. Точные движения – это уже в крови. Георгий Габуев делает их интуитивно. Парень в спорте 15 лет, тренировки 6 дней в неделю, остальное время – учеба и работа, которая тоже связана с ушу. В свои 19 Георгий не только чемпион Южного федерального округа среди взрослых, но и наставник начинающих спортсменов. Меня привели родители, мне было всего лишь 4 года, и, честно сказать, первые пару лет я даже не знал, чем я занимаюсь. Хотел бросить, хотел заняться чем-то другим, боями, футболом или еще чем-то. Ну, благодаря своим тренерам, Марку Бурнацеву, Владимиру Ездиеву, я остался здесь, и я им благодарен. Этот вид спорта для меня является жизнью. Ушу – жизнь для Эльбарса Дзалаева. Его фирменные стили – обезьяна, нанцюань и цепь. Парень тоже с 4 лет в спорте. На соревнования ездит давно, но чемпионом стал только в этом году. Категория юниоры. Внутри бывает очень сильная энергия, которую хочется выплеснуть. И хобби, как профессия. Я не собираюсь работать по ушу, но ушу буду заниматься в дальнейшем всю свою жизнь. Ушу – это комплекс традиционных китайских воинских искусств. В их основе философские и этические аспекты совершенствования личности. Ушу дословно переводится как «боевые искусства», однако здесь никто ни с кем не ведет борьбу. В России это показательный вид спорта. Спортивный снаряд, 9-звенная цепь, наконечник настоящего оружия, острый нож. Такие бои ведутся на расстоянии. Каждый спортсмен должен научиться маневрировать холодным оружием. В начале этого месяца сборная из 5 спортсменов отправилась на соревнования Южного федерального округа. Столько же медалей привезли. Тренер ребят Марк Бурнацев сам в спорте 13 лет. За это время в республике появлялись новые чемпионы России, Европы и даже мира. По его словам, ушу – универсальный вид спорта. После нескольких занятий каждый может выбрать любое боевое искусство. Начать заниматься ушу можно с 4 лет. Как спортивная база для маленького ребенка – идеальный вариант. Потому что они вначале идет больше как гимнастика, акробатика и, я же говорю, физподготовка, ОФП. Ну и плюс, естественно, дисциплина. Без нее никуда. В республике сейчас всего 2 ушу-зала, и там занимаются почти 250 человек. Особой поддержки нет. Этот вид спорта в России в тени. Впрочем, спортсмены надеются, что все изменится. Международная федерация ушу бьется за включение этого вида спорта в программу Олимпийских игр. Планируют, что уже в Париже в 2024 году будут состязаться за олимпийское золото. А пока у спортсменов другие планы. Сейчас они готовятся к чемпионату России в марте. Виктория Базгадзе, Аслан Тебиев. Новости Осетии.